Для Ольги Куричевой, научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, приезд из Москвы в Якутск на летнюю полевую школу – дело привычное. Ольга досконально знает все объекты научной и лесной станции «Спасская Падь», где собираются ученые со всего мира. Поднимается и спускается по 30-метровой конструкции буквально за считанные минуты. И, конечно, с пониманием вопроса рассказывает об изменениях климата. Мне очень нравится и лекции читать, и рассказывать про циклы обмена углекислого газа, воды. Это вызывает большой интерес сейчас у всего мирового сообщества и в России. Нужно понимать, сколько углекислого газа наши экосистемы поглощают и выделяют. Иначе как дышит вот эта вот вся растительность на поверхности. Причем она по-разному дышит. Леса лиственные по одному, лиственничные по другому, сосновые по третьему. Парниковые газы и климат, мониторинг, манипуляции, моделирование и менеджмент. Так звучит тема 12-й летней полевой школы. В Якутск приехали 35 ученых, в основном из регионов России. Поэтому школа российская, но с международным участием. Есть гости из Китая, ученые из США и Японии выходят на связь дистанционно. Место проведения – научная лесная станция «Спасская Падь», примерно в 30 километрах от Якутска, где уже десятилетия ведут наблюдения несколько поколений исследователей. Имея большой научный задел, я работаю в течение 30 лет в рамках 53 международных проектов с 18 странами мира. И у нас есть очень большой массив данных, которые мы обрабатываем и составляем математические модели, которые очень важны для прогнозирования, что будет в будущем на нашей Земле. Не секрет, что климат меняется, и проблема глобального потепления все больше становится общемировой. Для того, чтобы понять, с какой скоростью наша планета постепенно нагревается, Якутия подходит идеально, ведь в нашей республике сочетаются сразу несколько климатических зон. К тому же доступно редкое оборудование. В нашей научной работе нам очень интересно, как меняется климат, как быстро наступает глобальное потепление, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке и в арктической зоне. Мы хотим изучить эти процессы, ведь у нас в Китае нет подходящего оборудования, климата и возможностей проводить подобные исследования. Несколько лет назад в России стартовала программа карбоновых полигонов. Такая федеральная программа. В будущем, я надеюсь, все это у нас в России разовьется рынок углеродных квот, такой же, как сейчас существует в остальных странах. А пока наблюдения продолжаются, и его результаты к концу года станут основой для научной статьи. Ну а летняя полевая школа завершится 13 августа. Ученые разъедутся в свои регионы, чтобы в следующем году наверняка встретиться и продолжить исследования. Сергей Михедов, Григорий Охлопков, Якутск.